Здравствуйте, Айрат. Доброе утро. Поговорим о фитнесе и о, по сути, здоровом образе жизни. Хотел бы первым делом спросить, почему рынок фитнес-студий растет и в чем отличие, в принципе, фитнес-студий от стандартных фитнес-клубов, к которым мы привыкли за последние 15 лет? А, Рынок фитнеса вообще в целом, он достаточно недавно зародился в мире, где-то в 60-х годах. В России, естественно, пришел с развалом СССР где-то в 90-х. Изначально фитнес — это был выбор и возможность только для богатых людей. Постепенно все это расширялось. Сейчас достаточно широкая линейка уже для кошелька, то есть каждый себе может найти любой фитнес, так скажем, по карману. Последние 10 лет в Америке, последние лет 5 в Европе и года 3-4 в Москве есть тренд именно на фитнес-студии, потому что это прежде всего специализированное уже направление. Если специализированное направление по тренировкам, а если специализировано, значит оно более эффективно, более То есть качественно. спрос пришел снизу от потребителя, то есть дайте нам конкретику, сказали люди, или как? Ну, это как сначала есть широкий выбор. Мгм. Широкий выбор, ты сначала ищешь, что тебе интереснее. А когда ты ищешь, что тебе интереснее, ты начинаешь в это погружаться. И если ты не находишь решение в рамках одного заведения, ты уходишь в другое заведение. Раньше вот такие студийные форматы, наверное, это были больше, наверное, аренда какого-то офисного пространства или каких-то непонятных пространств, да, или субаренда. А сейчас это уже уходит такие в моностудии, уходит в специализированные студии, когда высокий уровень сервиса предоставляется. И это важно. Люди приходят не просто только позаниматься, они приходят перезагрузиться, приходят провести время свое, познакомиться с людьми, пообщаться с людьми. Ну, это, то есть, это как третье место, да, дом, работа и вот место, где ты обитаешь, где ты заряжаешь новой энергией. Почему эту цель реализовать в фитнес-студии можно лучше, чем в привычном фитнес-клубе? Казалось бы, там те же самые, я не знаю, тренажеры, в конце концов. Прежде всего, как я говорил, это более качественный сам подход к тренировкам. Второе — это клиентский сервис. Если взять большой классический стандартный, или даже небольшой фитнес-клуб, там все-таки больше ориентировано на проходимость, больше ориентировано на продажи, так скажем. Да. В нашем случае как раз мы ориентируемся на то, что у нас нет годовых карт, у нас разовое посещение. Таким образом, мы делаем все, чтобы человек сам вернулся. Мы ему не продаем годовые пакеты, а потом ему звоним, когда у него пакет заканчивается, напоминаем. А делаем так каждый день, взаимоотношения с клиентом такие, что у него этот день последний, и у нас нет больше шансов, что если у него будет плохое какое-то впечатление, он вернется. Поэтому мы делаем все, чтобы человеку было хорошо. То есть ценность каждого посещения здесь выше? Да, безусловно. А вот что важно для клиентов при принятии решения о покупке абонемента или клип-карт, в вашем случае они так называются, да? Да, клип-карта — это посещение от 1 до 20. Здесь, естественно, люди идут к людям. Очень важен тренерский состав и состав, потому что люди как раз заряжают, люди дают вот эту коммуникацию ежедневную. В случае с тренажерами, по сути, нет никакого контакта вот такого, только на ресепшене. В нашем же случае и в случае большинства фитнес-студий топовых, так скажем, это сильный тренерский состав. Если брать нашу студию GetBet, то наши тренера обучаются постоянно, обучаются за границей, в Америке. Мой партнер ездит получать эти знания. И, то есть там, где эти знания зарождаются, так скажем, да. И после этого он уже возвращается сюда и передает эти знания нашим сотрудникам. Плюс мы сами организовываем мероприятия, периодически привозим топовых тренеров для обучения. Это касаемо, прежде всего, так скажем, тренерского состава. Да. Следующий момент — это важность, естественно, комфорта. Когда ты приходишь в классические заведения, естественно, это вечернее время в большинстве своем, и, естественно, есть овербукинг, огромное количество людей, ожиданий. В студийном формате у тебя есть определенное количество мест, после которых не продается
на тренировку. То есть если у нас тренировка 16 человек, больше людей туда не попадет. Соответственно, это определенный уровень комфорта. То есть клиенту приходится отказывать? Вот завтра у нас занято, давайте послезавтра. Так, что ли? Клиент сам через мобильное приложение выбирает себе расписание. Да, опять же, это еще одно отличие. То есть полностью своими тренировками можно управлять через мобильное приложение, самостоятельно выбирать время, окно. Если хочешь поменьше народу, значит, ты там выберешь там, где на тренировке поменьше народу. Вот, и сам самостоятельно записываешь, отписываешься от тренировок. То есть полностью управляешь без каких-то дополнительных действий. Мне интересно, кстати, вот этот формат, он в Уфе, вы первопроходцы в открытии этого формата или уже кто-то есть на рынке? Именно в таком формате, который присутствует это в мире, мы, наверное, первопроходцы. И могу сказать, для Уфы это, конечно же, наверное, года на 2 мы раньше открылись, потому что, к сожалению, многие тренды в Уфу заходят, с большим опозданием. Но, тем не менее, мы рискнули, отклик достаточно хороший, и мы буквально работаем 4 месяца, то есть мы только начинаем свой путь. И я понимаю, что 3-4 года таких студий будет как минимум 5. Через 10 лет таких студий будет большая часть, будет огромное количество, потому что люди будут уходить там, где им комфортно, где они чувствуют себя как дома, где они чувствуют себя в окружении друзей. Какие прогнозы, на ваш взгляд, привычный формат фитнес-клубов уйдет напрочь или просто он останется в какой-то нише небольшой? Нет, он не то, что ниша небольшой, он останется достаточно нише, просто есть другая еще история, особенно касаемо России. В среднем в регионах по России занимаются 3% людей фитнесом, то есть 3%. Давайте умножим эту цифру, по крайней мере, на 2, а лучше все-таки на 3, да, если ориентироваться на Нью-Йорк, это 35% людей, на Америку это порядка 15% людей, в Москве порядка 10%. То есть здоровый образ жизни и занятия спортом — это тренд, который никуда не денется. Сами понимаете, сейчас вот правильное питание, экологические продукты, все идет к этому. Таким образом, будет место и для классических фитнес-клубов, потому что там кому-то удобнее сходить в хамам, сходить в бассейн, сходить на тренажерах самостоятельно позаниматься. Это нормально. А тем, кому нужно больше коммуникации, кому нужно больше контента интересного, кому нужно пообщаться с тренером, кому нужно перезарядиться, есть 55 минут времени, нужно мощно перезарядиться, они будут ходить в студии. А аудитория, да, вот интересно, для каких возрастных групп, я не знаю, для какого уровня подготовки все-таки нацелена ваша студия в работе, или здесь не важно? На самом деле важно, потому что это зависит от уровня нагрузки, который ты получаешь. У нас сейчас основные 2 целевые аудитории — это условно мужчины, женщины от 25 до 45 лет, то есть люди в большинстве своем занимающиеся или бизнесом, или работающие в каких-то компаниях, с уровнем дохода достаточным для того, чтобы обеспечивать себе такие услуги. Это первый сегмент, люди, которые постоянно ищут что-то новое, ищут то, что их будет вдохновлять. Вторая аудитория, с которой мы сейчас работаем, это студенты. Мы находимся в кластере студуниверов, и, соответственно, глупо было бы этот кластер игнорировать. И, соответственно, мы сейчас делаем тренировки для студентов под названием «Культура спорта», объединились с молодежной субкультурной промо-группой «Культурная среда». То есть мы стараемся быть в тренде и поддерживать не только спортивно, но и музыкально. Плюс в ближайшее время мы очень хотим запустить тренировки для наших мам и пап, для людей предпенсионного, пенсионного возраста. То есть давайте сразу скажем тогда, где вы находитесь, локацию объявим. Да, мы находимся в гостином дворе, прямо в сердце Уфы. Вход у нас с улицы Пушкина. Вот как раз вы начали, по сути, говорить, да, о тех планах, да, о событиях, которые в вашей студии планируются. Есть что-то еще добавить вот к этому? Да, если по планам, буквально на прошлой неделе мы привозили топового сайкл тренера, который обучал наших тренеров, плюс тренеров из других фитнес-клубов, и провел тренировку для наших клиентов. Но на самом деле вот эта история по сайклу
по подаче уже 3-4 года в Москве развивается, и видно, какой уровень все-таки, на каком уровне все это находится. Очень круто все прошло, прямо клиенты нам до сих пор все пишут, очень довольны. То есть такого формата мероприятия привозить и показывать уровень других студий, и меняться знаниями, обмениваться даже, возможно, с регионами, мы будем делать это обязательно. Сейчас, 1 марта, мы запускаем челлендж, то есть вызов для тех людей, которые ходят в нашу студию. У нас есть партнеры, призы, и, соответственно, те, кто больше всего потратит, так скажем, калорий, своих сил на тренировках. Благодаря датчикам MyZone мы можем это отслеживать. У нас есть фитнес-браслеты, фитнес-датчики MyZone, и мы полностью с помощью них мы отслеживаем эффективность тренировки. То есть таким образом мы получаем, что тренировки у нас становятся более эффективными, их можно отслеживать, эффективность. Скажите, Айрат, вот приходить в ваш клуб желательно, что ли, или предпочтительно тем, кто уже имеет опыт, возможно, неудачный, тренировок в обычных фитнес-клубах, или даже новички, которые никогда не занимались, но хотят сделать первый шаг, они тоже могут к вам прийти? Безусловно, мы ориентируемся не только на продвинутый уровень, у нас ходит достаточно большое количество новичков. Просто есть разные классы, надо выбрать класс попроще, мы всегда советуем, и буквально там через некоторое время можно уже поднимать потихонечку свой уровень. Вот у новичков наверняка в основном, или не в основном, довольно часто бывает даже не финансовая, да, проблема, или не проблема нехватка времени, а даже психологическая проблема. Человек не знает, вот приду я и что я буду делать, вот как им быть, этим людям? Это основная проблема, что пугает людей, незнание, что делать, незнание, даже не незнание, и нежелание порой, или желание есть, но вот первый шаг сложно сделать. Как раз вот чем мы отличаемся, у нас все тренировки с тренером. Соответственно, тренер всегда контролирует и подсказывает, особое внимание всегда уделяем новичкам, и тренер отслеживает порой даже твою эффективность, как ты тренируешься от тренировки к тренировке. Опять же, благодаря MyZone это можно все отслеживать онлайн. И таким образом человек всегда находится под контролем тренера. А тренер в фитнес-студии — это не то, что мы видим, я не знаю, во время Олимпийских игр, когда тренер там волейбольной женской сборной, значит, напутствует своих девушек, и это страшно слушать. Это не так? Да нет, безусловно, это не так. Здесь наши тренеры, прежде всего, подходят ко всем как к людям, как своими страхами и своими проблемными участками, стараемся вот как раз, возможно, над этими моментами работать. То есть мотивационная составляющая, мотивационная речь обязательно присутствует. И основа — это, конечно же, клиентский подход. Кричать на клиента или там повысить голос — это непозволительно вообще, мне кажется, в сервисной среде. Угу. Где, кстати, более подробную информацию могут желающие найти? Сайт в интернете, соцсети, позвонить куда-то? Или есть какие-то обзорные экскурсии или пробные тренировки? Да, вот у нас буквально сегодня последний день пробных тренировок, 2 пробные тренировки, но начиная с 1 марта, завтрашнего дня, у нас будут пакет для специально для новичков, 3 тренировки за 600 рублей. Таким образом, стоимость достаточно низкая. Сайт очень простой, getbet с 2 t на конце .ru. Также легко нас найти в Инстаграме. Можно и позвонить 262 99 22. То есть все контакты вроде назвал. У нас до конца 40 секунд. Давайте скажем, почему людям стоит все-таки встать, как говорится, да, с дивана и к вам прийти? Прежде всего, это отличное настроение после тренировки. Это желание свернуть этот мир, сделать что-то хорошее, доброе. Уверяю вас, в таком настроении невозможно делать плохих дел, невозможно, что плохие мысли будут к вам приходить. Просто тренировка, в любом случае, в нашем заведении или не в нашем, это хорошая перезагрузка, это снятие негатива и настройка к лучшему. Спасибо большое. Вместе с нами был директор студии групповых тренировок GetBet Айрат Гельманов.